судьбоносное решение о создании Якутской автономной Советской Социалистической Республики, положившее начало истории современной Якутии. Президиум Всероссийского Центрального исполнительного комитета постановляет образовать автономную Якутскую Социалистическую Советскую Республику как федеративную часть РСФСР с административным центром в городе Якутск. Председатель Всероссийского Центрального исполнительного комитета Михаил Калинин. Москва. Кремль, 28 апреля 1922 года. Данный регион стал самым крупным на территории России и самой большой административно-территориальной единицей в мире. Братья, якуты и крестьяне, волею революционного российского пролетариата и трудового крестьянства бывшая царская страна Якутская область объявилась Якутской автономной Советской Социалистической Республикой. 27 апреля 1922 год. С этого дня мы ведем отчет нашей государственности. Данный праздник для нас еще один повод вспомнить историю людей, много сделавших для развития родной Якутии. Это Максим Амосов, Платон Аюмский, Исидор Барахов, Степан Аржаков и их товарищи. В каждом аласе по долинам речи рогатый скот и лошади будут привольно размножаться по научным предписаниям. Будут самые разные лаборатории. Когда кто бы ни притворал в этих лабораториях, через разные его выделения определят его болезнь и назначат лечение. Из луса в лус, из наслега в наслег будем разговаривать по телефонам, будет радио, по земле будем ездить на автомобиле. Из места на место будем летать на воздушных судах. Полетим словно молнии, понесемся словно вихрь. В каждом родовой отеле появится множество воздушных судов, автомобилей, разной другой техники будет не счесть. В каждом наследии откроется по школе. При каждой школе будет созданы так называемые лаборатории. Поэтому каждый ребенок, обучаясь в школе, будет все знать и уметь. Да здравствует Российская Федерация Советов и Тесное Содружество Автономных Республик. Задача советской автономии – это понятие культурного, хозяйственного и политического уровня развития данного края. При автономии необходимо, чтобы были предоставлены все права на свой родной язык, школу, литературу и искусство. Национальное равенство – это использование богатства своего края, поднятие промышленности, скотоводства и земледелия до современного уровня развитых передовых стран. Дорогие ребята, вы на пороге выпускных экзаменов. Надеюсь, с собой из школы вы заберете не только знания, но и теплые воспоминания, крепкую дружбу, а кто-то, может, и первую любовь. Дорогие ребята, вам выпала огромная честь стать первым выпуском новой Якутской автономной Советской Социалистической Республики. Ребята, а давайте напишем письмо в будущее выпускникам, поделимся с ними радостной новостью, расскажем о нас, оставим свои пожелания. Айда, ребята! Мы, выпускники 1922 года, посылаем вам пламенный привет. Протягиваем вам, 21 век, наши дружеские руки и с гордостью сообщаем, в этом году Якутия стала федеративной частью РСФСР. Поздравляем вас! Хотим видеть вас достойными гражданами нашей республики и страны. Будьте достойны чести нашей школы. Прилежно учитесь, не отвиливайте от труда и трудных поручений. Дайте хороший пример своим младшим товарищам. Надеемся, что вы достигли больших результатов в учебе, спорте, творчестве.
Наверняка вы изучали наши времена по учебникам истории. Тогда вы знаете, сколько всего интересного произошло в мире. Нам очень хочется заглянуть в будущее и узнать, как вы учитесь и живете, как идут у вас дела. Наверное, люди ежедневно летают на Луну, и в каждом городе есть космодром. Мы очень хотим побывать у вас на последнем звонке. Мы надеемся, что он очень веселый и праздничный. Дорогие ребята, мы желаем вам жить и учиться так, чтобы не было стыдно перед родными и всей страной, чтобы вами гордилась Родина. Поздравляю вас с окончанием выпускного класса. Дорогие ребята, вы заканчиваете значимый для нашей республики год. 50-летний юбилей образования Якутской автономной Советской Социалистической Республики. Вы умные, смелые, целеустремленные ребята, которым не страшно доверить будущее нашей страны. Идите смело вперед, и пусть удача сопровождает вас на этом пути. Ура, товарищи! Союз невершимых республик свободных платила навеки великая Русь. Гимн Российской Федерации Республики Саха-Якутия исполнили хор 3-го класса, руководитель Будова Евгения Андреевна, классный руководитель Андреева Зинаида Егоровна и солисты группы «Мьюз Старс», руководитель Протопопов Сергей Васильевич.
Якшеева Надежда. Детство школьное, тройка мчится по дорогам неведомых стран. Даже в шторм покорять не боится знаний новых большой океан. За собой нас ведет сквозь туманы, на вершину пытаясь зайти, ну а рядом всегда капелланы, что помогут не сбиться с пути. Школа — это не только светлые и просторные классы, это нечто большее. Это радость первоклассников, первые ошибки и разочарования. Первые победы и успехи, даже первая любовь. Это учителя, родители, одноклассники. Это все те, кто принимает участие в формировании личности каждого отдельного ребенка. В ней есть место гармонии и взаимопониманию, где нет равнодушных, где жив дух великого прошлого, настоящего и будущего. Приглашаем на сцену директора нашей школы Валентину Юрьевну Рыбкину. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые родители, гости. Разрешите мне тепло и сердечно поздравить вас, пожалуй, самым любимым школьным праздником, праздником последнего звонка. Праздник последнего звонка полон символизма. Во-первых, это такой своеобразный волнительный рубеж, когда одинаково волнительно оглянуться назад на пройденный путь и также посмотреть на свой путь в будущее. Для вас он полон не только волнения, но и светлых надежд. Поэтому я призываю вас очень хорошо запомнить его и сохранить своим сердцем на долгие годы, чтобы обращаться к этим теплым воспоминаниям в те моменты, когда нужно будет принять трудное решение, сделать решительный шаг, принять решение, от которого зависит судьба твоя и твоих близких. Вчера состоялся вдовичский совет по допуску государственной итоговой аттестации. И для вас он тоже состоялся в символичный день. Вчера мы отмечали День славянской письменности и культуры, отдавали дань глубокого уважения просветителям, святым Кириллу и Мефодию, подвижникам, открывшим для нас дорогу к знаниям, открывшим для нас способ передачи знания от человека к человеку. И мы думаем, что это не только послужит для вас напоминанием о том, что как был заложен пласт единой культуры славянских народов, но и надеждой на то, что на рубежах государственной итоговой аттестации вы предъявите свой лучший академический результат и тем самым обеспечите свое светлое будущее. Разрешите мне потом прекратить сегодняшнего дня ознакомить вас с приказом о допуске выпускников 11 классов государственной итоговой аттестации в 2022 году от 24 мая 2022 года за номером 01-08/294. В соответствии с приказом Министерства образования и науки России от 26 декабря 2013 года номер 1400 на основании решения педагогического совета школы номер 31 города Якутска, протокол номер 4 от 24 мая 2022 года приказываю допустить государственную итоговую аттестацию обучающихся 11 классов, освоивших основную общеобразовательную программу среднего общего образования, не имеющих академической задолженности, в том числе за итоговое сочинение и изложение, и в полном объеме выполнивших учебный план в составе 11 А класс, 18 обучающихся, 11 Б класс, 21 обучающихся, 11 Б класс, 34 обучающихся, 11 Д класс, 22 обучающихся, 11 Д класс, 33 обучающихся, 11 Е класс, 29 обучающихся, 11 Ж 28 обучающихся. Итого 185 обучающихся. Список прилагается. Контроль исполнения приказа оставляет за собой директор Рыбкина. Вы знаете, что ежегодно наши выпускники, готовясь к этому празднику, рассылают приглашения тем людям, с кем хотят разделить радость сегодняшнего дня. В этом году я получила особенное приглашение, и мне оно очень близко, поскольку я сама выпускница 31-й школы. Я впервые за 10 лет в административной должности получила приглашение, подписанное всеми 11 классами.
никто не хотел быть первым, все подписали это приглашение. Мне очень это близко и дорого, и я желаю вам и все дальнейшие годы сохранять наше школьное братство 31-й, действительно сохранить на долгие годы ту теплую искреннюю дружбу, которая сложилась в школьные годы. Вы заканчиваете школу в особенный год. Мы уже об этом сегодня говорили и видели в ролике с экрана. Я бы хотела сказать, что, конечно, все наши надежды самые светлые с вами. Мы желаем вам безусловного успеха, и мы уверены в вас, потому что именно вы открываете новое столетие нашей государственности. Я желаю вам всем доброго здоровья, крепкого благополучия в ваших семьях, стабильной ситуации в отношениях и, конечно, чтобы каждый из вас, где бы он ни находился, что бы он ни делал, был максимально близок к исполнению своей мечты. С праздником, дорогие друзья! Слово для поздравления предоставляется начальнику управления образования окружной администрации городского округа города Якутск Петровой Марии Петровне. Дорогие выпускники столетия Якутской ССР, вы особенные, потому что именно с вас начинается подсчет нового времени нашей республики. И вы, именно выпуск 31-й школы, являетесь самым большим выпуском нашей республики. Потому что 31-я школа у нас самая крупная школа. Вероятности по моделям математической статистики, я уверена, что именно здесь, среди сидящих выпускников, есть те люди, которые внесут большой вклад в нашу республику, в ее развитие, развитие культуры, образования, экономики. Я думаю, что среди вас есть ребята, которые откроют интересные стартапы, откроют новые направления в жизни нашей республики. Но и не только, конечно же, родного края, но и расширят горизонты, картины мира. И я думаю, что кто-то из вас действительно внесет свою лепту и в мировое наше сообщество. Хочу поздравить прежде всего родителей, учителей, педагогов с тем, что вы приложили большие усилия. И теперь в глазах, в лицах наших выпускников вы видите результаты своего труда. Как правило, именно те, кто вкладывает свою душу и силу в подопечных, испытывают больше волнения, больше гордости и радости, нежели, наверное, сами и выпускники. А наших дорогих выпускников ждет завтра первый государственный экзамен. И я желаю вам всем удачи, чтобы вы успешно прошли все испытания. Я думаю, что за эти 11 лет школа вас очень качественно подготовила. И не говоря долго, дорогие выпускники, коллектив школы, хотела бы сейчас вручить награды. Во-первых, человеку, который вы все знаете, и сейчас мы видели также и на экране, это Варламу Алексеевичу Расторгуеву. Развитие молодежной политики города Якутска. И я очень рада также вручить почетную грамоту Управления образования города Якутска человеку, который внес свою, не то чтобы вклад, да, но вообще свою душу вложил в то, чтобы вы, ребята, на протяжении 10 лет отдыхали в лагере, укрепляли здоровье, силы. И это Наима Тимофеевна Дышекова, заведующая. Желаю вам всем успешной сдачи экзаменов, поступить в то учебное заведение, которое вы нацелены, и пусть вас впереди всех ждет прекрасная, светлая дорога с вашим школьным классным братством. Не теряйте связи, дружите и радуйтесь.
учителя, родители и гости. От имени первых учителей разрешите поздравить вас с последним звонком. Сегодня вы еще школьники, но совсем скоро с честью сдав экзамены взрослые. И вместе с поздравлениями мы желаем вам счастливого будущего, благополучной жизни. Любите и цените жизнь, ведь она дается нам только раз. Дорожите семьей и дружбой. Наши любимые, дорогие ученики, уже так сильно повзрослевшие малыши, спасибо вам, что вы были частью нашей жизни, разделяли радость побед и успехов вместе. Мы искренне рады быть вашими первыми учителями. Всегда будем ждать от вас новостей, желать непременно успехов во всем. Будьте позитивно настроены в любом деле и счастливы каждый день. Пускай вас радует жизнь, красота, и найдено будет призвание. Ни пуха, ни пера. Добрый путь! Мы в первый класс пришли поздравить старшеклассников своих. Теперь у вас дел много важных и забот совсем других. А помните, как сами были? Вы первоклассными друзья, со всеми быстро подружились и стали как одна семья. А в сентябре, совсем недавно, вели за ручку школу нас, с линейки первой провожая, уверенно, наш первый класс. Все было очень непривычно и много разной суеты. Не отставая, не сбиваясь, шагали бодро в школу мы. Микрофон не включили. Нет, не включили. И вот пришли сюда сегодня вас тоже нужно провожать. Все позади, урок, перемены, зачеты и ответы у доски. Приходят первоклассники на смену, а вы уже
Сегодня, в этот торжественный день, мы хотим отметить тех ребят, кто славится учебными достижениями, тех, кто углубляется в тайны наук и исследований, тех, кто завоевывает призы и медали на спортивных аренах, выпускники с активной жизненной позицией, творческие, целеустремленные личности. Мы начинаем торжественную церемонию вручения номинации «Выпускник-2022», посвященную столетию образования Якутской автономной Советской Социалистической Республики. Номинация «Интеллект года». В номинации представлены отличники и хорошисты учебы, победители и призеры предметных олимпиад, научно-практических конференций городского, республиканского, всероссийского и международного уровня. Для вручения номинации «Интеллект года» на сцену приглашается заместитель директора по учебно-воспитательной работе Сагыдаева Сармилана Анатольевна. Дорогие выпускники, мы верим, что вы готовы ставить перед собой значимые взрослые цели. А наша школа дала вам хороший багаж для их реализации. Мы уверены, что вы способны осуществить самые смелые мечты, покорить самые высокие вершины. Решительно и самостоятельно идите вперед, совершайте настоящий прорыв в желаемое будущее. У меня сегодня очень хорошая миссия – отметить тех ребят, которые не ограничили только освоением государственных стандартов по образовательным программам, а развивали свой интеллект, выходя далеко за рамки их содержания. Разрешите приступить к награждению. Приглашаем на сцену номинантов и победителей. Филиппова Сергея! Нового Артема. Серюзину Яну! Алексеева Илью. Белоусова Данила! Шелягину Елену. Ермолану Андриану! Гусеву Ксению. Иванову Ольгу! Спиридонову Айкалину. Шейна Евгения! Шестакову Полину, 11 В. Конышеву Алину! Пашину Анну. Устроева Марьяна! Антонова Алисхана. Целых Владимира! Григорьеву Юлию. Колесову Айну! Попову Алису. Салину Глебу! Костникова Аяна. Нестерович Вадима! Шамилова Виктора. Эверстову Светлану! Бабкина Андрея. Колпанову Ярославу! Ситникову Алису. Федорову Кристину! Маркову Евгению. Андрееву Ариадну! Курбанову Салину. Избегову Сардылану! Аплодисменты «Интеллект года» 2022. Провожаем зал под аплодисменты. Кстати, ребята, я вам желаю успехов в сдаче государственных экзаменов. Ни пуха вам, ни пера.
Да, это про вас, выпускники. Сейчас в вашей жизни завершается один прекрасный период и начинается другой, немного сложнее, но не менее интересный. Взлетайте и летите бесконечно. Не бойтесь делать ошибки, это не страшно. Я уверена, что у вас все получится. И вот только что нам сообщили, что на вас готовится покушение. Как удалось выяснить спецслужбам, в качестве оружия агент готовит десятки вопросов, потом заставляет на них отвечать, много писать и нервничать. Полицейские устанавливают его личность. На данный момент известно только 3 буквы. И это ЕГЭ. Справиться с ним сейчас – это главная ваша цель. Помните, в вас верят друзья, родители и, конечно же, учителя, которые на протяжении многих лет выполняли секретное задание, готовили вас к жизни. Дорогие учителя, дорогая школа, мы, выпускники, которых вы подготовили и выпустили в жизнь 25 лет назад, поздравляем вас с очередным уже 35-м выпуском. Пусть из года в год он становится только лучше. Приглашаем на сцену Пономареву Анастасию Владимировну, специалиста отдела кадров Центральных электрических сетей ПАО «Якутэнерго». Здравствуйте, дорогие наши учителя, уважаемые учителя, дорогие выпускники, родители и гости сегодняшнего мероприятия. Я от всей души поздравляю всех с этим замечательным праздником, праздником последнего звонка. Он волнительный для всех нас, вас и даже меня. 25 лет назад я была тоже выпускницей. Всем выпускникам я желаю удачного экзамена, успехов дальнейших в вашей жизни, чтобы все ваши мечты, планы и желания осуществились. Всех праздником! Специальную номинацию проекта НАМ-25 выпуска 1997 года средняя образовательная школа номер 31 города Якутска обучается ученику 11 А класса Филиппову Сергею. Русскому языку, победитель Северо-Восточной олимпиады школьников по географии, призер открытой олимпиады, Южнорусской олимпиады по географии. Номинация «Талант года». В номинации представлены самые креативные творческие личности, яркие, зажигательные, наполненные своей идеей и оригинальностью. Для вручения номинации «Талант года 2022» приглашаем на сцену руководителя отделения внеурочной деятельности и дополнительного образования Васильеву Илью Иннокентьевну. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня замечательный праздник, праздник последнего звонка. Наши выпускники, для вас сегодня на самом-то деле заканчивается детство. И скоро перед вами откроется дверь во взрослую жизнь. Мы поздравляем вас с этим замечательным моментом, потому что во взрослой жизни вас ждет новая жизнь, новые друзья, новые интересы. И, как нам кажется, в той новой, может быть, для кого-то немного такой вот еще неизведанной жизни, да, люди страшатся, пугаются, все-таки все будет хорошо, все будет замечательно, и вы добьетесь всех тех целей, которые вы поставили перед собой еще здесь, в вашем детстве. С праздником вас, дорогие наши дети! Вручить замечательную номинацию «Талант года». Те ребята, которые сейчас выйдут на сцену, они все, как говорят в народе, поцелованы Богом в макушку. И талант
Степанова Элеонора. Семенова Мария. Демигина Виктория. Очилова Юлия. Тимофеева Айко. Тихонова Айкалина. Аплодисменты номината «Талант года 2022». Поверьте мне, талант вам поможет в дальнейшей жизни. В добрый путь, дорогие ребята! Аплодисменты! Для вручения специальной номинации от Ассоциации выпускников родителей на сцену приглашается выпускница 2000 года, учитель начальных классов нашей школы Домодырова Евгения Анатольевна. Видимо, Евгения Анатольевна заблудилась в нашем большом зале. Уважаемые первоклассников, разрешите мне от имени Ассоциации выпускников родителей вручить специальную номинацию ученицы 11 В класса Пашиной Анне. Анна Пашина, выпускница 11 класса, зарекомендовала себя как человек, на которого можно положиться в любой ситуации. В классе ее авторитет очень высок. Она тот человек, мнение которого всегда имеет большой вес. А сейчас для вас выступает фигурный вальс в исполнении танцевального ансамбля под руководством Пащенко Татьяны Захаровны.
Всем добрый день, уважаемые родители, учителя, друзья, коллеги. От лица Якутской городской думы, от себя лично и от Северо-Восточного федерального университета хочу поздравить вас с этим замечательным днем, с днем выпуска вас. Как давно это было, да? 25 мая 2012 года я сам был таким же, как и вы, выпускником тоже вот, средней школы, и в этот день, как наверное, получилось, да, и вы в этот день выпускаетесь. Всего лишь прошло 10 лет, но получается это 20 минут назад, это было как будто вчера, и вот сидя здесь в зале, очень приятные воспоминания нахлынули, и хотелось бы вам, выпускникам, сказать пару слов от себя. Ну, я знаю, что вы у вас уже полный багаж знаний, вы всему готовы. И хочу вот чуточку сказать, вот, посоветовать выпускникам для себя жизненное кредо. Для меня вот свои вот выпускные годы тоже вот, старшие мои братья сказали, у него очень хорошее кредо, дорогу осветит идущий. И с этим кредом я иду по жизни, вот, стою перед вами, должности депутата, и вот так приятно, вот, и хочу вот еще одну фразу сказать, и пожелать выпускникам, да пребудет с вами сила. Сам называю, да? Выпускницы 11 В класса Гоголевой на Милене. Номинация IT-Star. В этой номинации представлены выпускники, обладающие большими знаниями в области компьютерных технологий, которые творчески подходят к решению запутанных, сложных компьютерных задач, быстро могут исправить ошибки в программах нестандартным образом. Приглашаем на сцену заместителя директора по учетно-воспитательной работе Сергеенко Игоря Анатольевича. Добрый день всем собравшимся на этом замечательном празднике последнего звонка. Ну, очень радостно сегодня видеть полный зал. Хорошо, что все нашли время, чтобы посетить наше замечательное мероприятие. Дорогие выпускники, перед вами открываются новые жизненные горизонты. Пускай эти горизонты всегда будут ясными. Те знания, которые вы получили в нашей школе, обязательно вам пригодятся в дальнейшей учебе и жизни. Оставайтесь такими же целеустремленными, трудолюбивыми, смелыми и креативными. И пускай вам всегда в жизни сопутствует только удача. С праздником! Ребята, которые сейчас будут номинированы на премию IT-Star, хочется сказать, сейчас в нашей стране особое внимание уделено IT-направлению. И особое внимание также идет и поддержка государства. Поэтому я все-таки надеюсь, что вам удастся связать жизнь с этим направлением, и в будущем вы внесете значительный вклад в развитие нашего города, республики и страны. С праздником! Приглашаем на сцену номинантов. Азаров Артур. Санников Никита. Ивлев Владислав. Бурлаев Вадим. Тарасов Павел. Остренькин Артур. Цурик Максимилиан. Березнев
но и как выпускник школы номер 31. Много лет назад наша параллель 9 классов оказалась пилотной по введению первых углубленных классов в системе образования города. И я, пройдя испытания, выбрала гуманитарное направление, приняла решение закончить школу и получить педагогическое образование, чтобы в дальнейшем не расставаться со школьной жизнью. Все мы знаем, что школа дает нам дорогу к жизни. Здесь закладываются основы нашего характера, профессиональные склонности, определяются социальные связи, формируются социальные навыки. И сегодня, состоявшись в педагогической профессии, я с гордостью признаюсь вам, что неоднократно с благодарностью вспоминаю родную школу, сильных педагогов и самого лучшего куратора педагогической практики Саблину Ирину Казимировну. Сегодня школа выпускает педагогические классы, чего не было в мою бытность ученицей. Я желаю вам благополучно поступить в педагогический вуз, сохранить любовь к профессии, гордо нести звание педагога и выпускника школы 31, найти своих наставников, учеников, соратников. Любимые дела – это важная составляющая смысла человеческой жизни. Я желаю вам этот смысл обрести. Обращаясь к вам не только как Для вручения специальной номинации от сообщества выпускников-педагогов на сцену приглашается выпускница 2003 года, учитель информатики нашей школы Николаева Варвара Ивановна. Дорогие выпускники, поздравляю вас с успешным окончанием школы. Вы получили необходимый объем знаний, который обязательно пригодится в жизни. Пусть будет бескрайним океаном прекрасных начинаний и идей. Сбываются мечты о самом главном, и много появляется друзей. Уверенности в силах вдохновения, от всей души желаем, выпускник. И пусть тебе сопутствует везение, чтоб ты высот поставленных достиг. Специальная номинация Ассоциации выпускников учителей МОБУС СОЖ номер 31 вручается ученице 11 Д класса Каурову Данилу. Кауров Данил, ученик 11 Д класса, победитель 8-го открытого федерального чемпионата молодых профессионалов, кандидатский победитель международного конкурса детских проектов «Проект H», призер всероссийского конкурса «Кадры для цифровой промышленности». Номинация «Активист года». В номинации представлены выпускники, которые имеют активную жизненную позицию, обладающие наибольшим авторитетом и признанием, способные вести за собой других людей. Для вручения номинации «Активист года» на сцену приглашается заместитель директора по воспитательной работе Кулагина Людмила Александровна. Добрый день, дорогие друзья, дорогие выпускники! Я от всей души поздравляю вас со значимым событием вашей жизни, окончанием школы и праздником последнего звонка. Разрешите выступить с В номинации «Активист года» представлены Адамов Николай, Борисов Дмитрий, Бенигин Роман, Петров Арулхан, Лилия Дарья, Стручкова Виктория, Осикова Ариана, Аргунов Евгений, Федоров Даниил, Шадрина Марьяна, Искров Владислав, Гавриков Герман.
Для вручения следующей специальной номинации от выпускников медиков на сцену приглашается Борисова Наталья Борисовна, заместитель главного государственного санитарного врача по республике Саха-Якутия. Уважаемые выпускники, дорогие родители, уважаемые учителя, поздравляю вас с этим очень радостным, но одновременно и грустным событием. Вы прощаетесь со школой. Сегодня, наверное, у некоторых из вас будут слезы на глазах. Разрешите мне поздравить Валентину Юрьевну. Да, это одна из немногих школ в республике Саха-Якутия, где есть медицинский класс. Именно медицинский класс. У вас заканчивает нынче 22 выпускника медицинского класса. Я хочу вам пожелать, ребята, врач – это не только профессия, да, но и призвание. Вы должны будете принять единственное верное решение, от которого зависит человеческая жизнь в будущем. Желаю вам мужества, желаю вам терпения, желаю вам успехов и добра. Разрешите вручить специальную номинацию от Ассоциации выпускников медиков 1992 года выпуска. То есть, если сегодня на дворе 2022 год, у вас 35-й выпуск, то считайте, что 92-й год, какой это выпуск? Пятый выпуск. Специальная номинация вручается ученице 11 В класса Григорьевой Юлии. Аплодисменты. Номинация «Спортсмен года». В номинации представлены выпускники, активно участвующие в спортивной жизни школы, города, своего родного края, добившиеся наиболее высоких достижений и наград в спорте. Для вручения номинации «Спортсмен года 2022» приглашаем на сцену заместителя директора по учебно-воспитательной работе Васильеву Савину Луизу Васильевну. Родители и выпускники. В вечном соперничестве каждый человек стремится к новым рубежам, стремится быть выше, быстрее, сильнее. Для многих людей спорт стал важной неотъемлемой частью их жизни. Он воспитывает в нас ценные качества, сила духа, собранность и упорство. Друзья, от всей души желаю вам счастья, здоровья, достижения жизненных и спортивных высот. Уверена, что ваши спортивные достижения не раз прославят нашу школу, город, республику и страну в целом. Хотела бы отдельную благодарность сказать вашим родителям, вашим тренерам за их ежедневный труд, энергию и настойчивость. С праздником, друзья! Позвольте. В номинации «Спортсмен года» представлены Борисов Егор, Емелин Анатолий, Григорьев Артем, Ларионова Татьяна, Гоголева Елена, Савина Лев, Гордашов Александр, Акимова Лиана, Литвин Руслан, Заболотов Сергей, Крючкин Валерий, Константинов Алексей, Прокопьев Никита, Слукин Кирилл, Демькин Михаил, Васильев
будущем вы достойно представите нашу страну на спортивных аренах мира, зайдя на пьедестал под звуки российского гимна. Грамотой окружной администрации города Иркутска награждается член команды Кириллин Анатолий, ученик 11 класса, учреждения города Иркутска по баскетболу среди юношей первой группы. Савинов Лев. Прокопьев Никита. Ключкин Давид. Вперед, друзья! Новым победам! Вы гордость и краса отчизны, наши будущие чемпионы! Аплодисменты! Сейчас встречайте Неустроева Саяна. Россия, ты
ученики, родители, преподаватели. Наступило то время, как позвонил для вас последний звонок. Удивительно, в школу впадаем легко, а уходить из нее тяжело. Эти средства включают детство, родные стены и, главное, самые верные друзья, которых вы можете принести через всю свою жизнь. И замечательно, что есть прекрасная традиция в нашей 31-й школе, что мы, бывшие выпускники, можем разделить с вами это радостное и трепетное событие. Мы тоже 30 лет назад закончили школу, выпуск 92-го года, но все эти годы мы утратили связи друг с другом и с нашими любимыми школами и учителями. Я знаю, что каждый из вас в этой жизни найдет свою дорогу. Ведь школа много что вас сложила, обучила науку, воспитала как личность. Наверное, это самое главное, что бы хотелось пожелать, чтобы вы всегда оставались людьми, и все двери мира будут открыты перед вами. Удачи вам во всем, ребята. Успехов. Для получения специальной номинации на сцену приглашается Целых Владимир, ученик 11 класса, призер Всероссийской олимпиады школьников по химии, призер Северо-Восточной олимпиады школьников по медицине. Номинация «Целеустремленность года». В номинации представлены выпускники, способные преодолевать любые препятствия на пути к желаемой цели. Для вручения номинации на сцену приглашается проектный менеджер 31-й школы Губякина Алина Егоровна. Дорогие друзья, еще раз с праздником последнего звонка. Ну и как в любом проекте, когда вы начинаете, а вы как раз таки сейчас начнете самый главный проект в своей жизни, когда пройдут ваши экзамены, выпускной, и тут начнется ваш самый главный проект. В любом проекте самое главное, чтобы он реализовался и был удачным, правильно поставить цели. Ну и, конечно же, оставаться при всем этом человеком. Человеческие качества не забывайте, чему учила 31-я. И очень рада сейчас включить именно таким ребятам, которые со школьной скамьи уже правильно поставили для себя цели и достигли высот. В номинации «Целеустремленность года» представлены Алексеева Айталина, Троинов Чулус, Савронов Николай, Кабанов Дмитрий, Никифорова Айталина, Алексеев Александр, Кириллин Артур, Сосерова Жанна, Иванова Ойкулана, Горохова Лилия, Белорусская Инна, Осипов Игорь, Скрябин Александр, Зырянова Виктория, Филиппова Анастасия, Шестакова Полина, Зарукин Демид, Роева Ангелина, Слепцова Галина, Луковцев Максим, Данилов Валентин, Корякин Игорь, Борисова Полина, Винокурова Лилия, Винокурова Николина, Иванов Алтан, Гокарев Геннадий, Неустроев Тимур, Петров Павел, Сокольников Илья, Эверстова Диана, Сагирдонов Данил, Неустроева Алена, Кириллина Даяна, Кривошапкина Екатерина, Еремеева Фаина, Попов Алистан, Оленский Слава, Савронов Семен Горохов Владислав, и Хабузова Эльвира. Аплодисменты! Бурные аплодисменты номинантам «Целеустремленность
2022. Провожаем наших номинантов бурными аплодисментами. Я очень рада, что у нас столько целеустремленных. Еще раз с праздником! Для вручения следующей специальной номинации от выпуска 1982 года приглашается Белоглазова Ольга Александровна, главный специалист управления ведомственной охраны Росгвардии. Я исправлю, простите, 88-й выпуск. Я хотела бы поздравить всех детей, их родителей, учителей с последним звонком. В преддверии экзаменов, конечно, хочу пожелать всем вам номера. Мне выпала огромная честь сегодня вручить премию от первого выпуска нашей школы человеку с огромным жизненным потенциалом. Я приглашаю сюда Корякина Игоря, ученика 11 класса. Корякин Игорь, ученик 11 класса, человек с активной жизненной позицией, творческий и позитивный, умеющий преодолевать любые трудности. Аплодисменты! Игорь, я бы хотела пожелать тебе, будь уверенным в себе человеком, следуй своей дороге и строй свой личный мир, в котором тебе будет комфортно, чтобы, когда ты придешь на вручение премии в свою школу, ты мог сказать: моя жизнь удалась. Спасибо. Внимание на экран. Номинация «Душа класса». В номинации представлены самые общительные, уверенные выпускники, вокруг которых происходит все самое интересное из школьной жизни. Приглашаем на сцену заместителя директора по учебно-воспитательной работе Сивцеву Марину Валерьевну. Добрый день, дорогие друзья, дорогие наши выпускники. С долгожданным вас праздником! Без сомнения, в каждом классном коллективе есть человек, который умеет дружить. Это коммуникабельный, добрый и отзывчивый человек. Итак, позвольте пригласить на сцену победителей в номинации «Душа класса». В номинации «Душа класса» представлены Алексеева Валерия, Сергин Ричард, Амосов Игорь, Атласов Данил, Горохов Марк, Исакова Александра, Суранова Юлия, Константинова Екатерина, Аргунова Татьяна, Архипова Лилия, Егорова Кристина,
Шадринова Надежда. Семенов Леонид. Абросимова Мияна. Находецкий Никита. Боискоров Тимур. Тарский Антон. Шабурдин Руслан. Георгиевский Андрей. Тарасов Евгений. Дегтярева Луиза. Валикова Алина. Тахырова Анжелина. Парубова Екатерина. Зерютин Константин. Еще раз аплодисменты номинантам душа класса 2022. Провожаем аплодисментами номинантов душа класса. Желаем вам сохранить такие же дружеские отношения. Всем удачи! Внимание на экран. Номинация «Доброта спасет мир». Доброта спасет мир – это то, что должен понять любой человек с самого детства. Совершая хорошие поступки, каждый может улучшить мир и сделать его светлее. В этой номинации представлены самые добрые, отзывчивые выпускники, которые легко отвлекаются на чужие нужды, готовы всегда прийти на помощь. Приглашаем на сцену заместителя директора по учебно-воспитательной работе Цвик Ирину Сергеевну. Добрый день, уважаемые выпускники, родители, коллеги, гости. Я рада вручить эту номинацию, потому что, говорят, красота спасет мир. А я убеждена, что доброта, как составляющая прекрасного, имеет еще большую силу. На эту сцену сейчас выйдут ребята, для которых доброта – это не просто понятие. Я убеждена, для них это философия жизни, принцип жизни. Это те ребята, которые умеют в нужный, самый острый для кого-то момент почувствовать, что сейчас их доброе слово, добрый взгляд, добрый поступок остро необходим. Я поздравляю всех с большим праздником и призываю помнить всегда, что доброта – это язык, который слышат глухие, видят слепые. Доброта – это то, на что откликается самый черствый человек. Давайте приступим к церемонии награждения. Приглашаем на сцену номинантов. Троева Виолетта. Ясковская Валерия. Осипова Алена. Калинин Илья. Бачандырова Анастасия. Попова Сардана. Герасимов Андрей. Ураева Ксения. Ингарова Марина. Яковлева Аэлита. Любченко Анастасия. Гудкова Анастасия. Сахнаева Полина.
Светлана Витальевна. Добрый день, уважаемые выпускники, родители, коллеги. На самом деле такое волнительное событие, и я, честно говоря, даже немножко вам завидую, потому что именно с этого момента начинается совершенно новая история вашей жизни. Что хочу пожелать? Активности, развития лидерских способностей и никогда не бойтесь ошибаться. Ошибки всегда можно исправить. Специальная номинация нашего воспитательного отдела нашей школы вручается ученице 11 Б класса Ларионовой Татьяне. Ларионова Татьяна, активист школы, корреспондент и фотограф медиацентра 31 кадр, чемпион республики по спортивному ориентированию. Остались уже
наше большое украшение этого замечательного праздника. И сегодня я вручаю две специальные номинации. Номинация номер 1 – это лидер детского общественного объединения. В этой номинации у нас представлены самые активные и креативные ребята. Эти ребята являются помощниками воспитательного отдела. Они четко знают, что школьная жизнь должна быть насыщенной, интересной, поэтому они оказывают помощь в проведении всех школьных и даже городских и республиканских мероприятий. Номинация номер 2 – это достаточно интересное название «Медийщик года». В этой номинации у нас будут представлены ребята, которые за время учебы рассказывали о жизни школы, города в медиапространстве. Итак, позвольте начать церемонию награждения. В номинации «Лидер детских общественных объединений» представлены Ларионова Дарьяна, Федоров Данил, Шадрина Марьяна. Также в номинации «Медийщик года» награждаются Еленов Артем, Ларионова Дарьяна, Вильникин Роман, Шадрина Марьяна и Тихонова Айдарина. Аплодисменты. Благодарственные письма Управления образования окружной администрации города Якутска за активную гражданскую позицию в деле развития детского движения в городском округе город Якутск Ларионова Дарьяна, Федоров Данил. Благодарственное письмо Министерства образования и науки Республики Саха-Якутия, Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне». Благодарственное письмо вручается за активную гражданскую позицию в деле развития детского движения Республики Саха-Якутия Шадриной Марьяне Владимировне. Провожаем аплодисменты лидеры и медийщики года. Вот уже 10 лет в нашей школе растет и развивается педагогический отряд «Штурманы детства». Это отряд, в котором сливаются воедино детство и радость, смех и веселье, дружба и братство. Вожатый — это состояние души яркого человека. Для многих ребят педотряд «Штурманы детства» — это новые друзья и знакомства, бесценный опыт в общении с детьми, участие в интересных делах, реализация социальных проектов, бесчисленное количество проведенных лагерных смен, мероприятий и праздников. Внимание на экран! Для вручения специальной номинации мы приглашаем на сцену выпускника 2015 года, учителя информатики и бессменного вожатого
ученического отряда «Штурманы детства», ныне старшего воспитателя детского загородного станционарного оздоровительного лагеря имени Каландрашвили Бурцева Алексея Германовича. Добрый день, дорогие выпускники! Ровно 7 лет назад, в 2015 году, в этот же день, я сидел так же, как вы, в зале, очень волновался, так как это был, мы переходили главный этап нашей жизни, да, наше детство. И хочу, конечно же, пожелать вам, вы открываете совершенно новый лист вашей жизни. Там совершенно все пусто. Но автор этой жизни – это вы. Вы решаете, чем заполните эту книгу и что вы туда напишете. И, наверное, многие из вас, я очень удивился, когда увидел большинство выпускников, многие отдыхали у нас в лагере и так выросли. И на самом деле это очень приятно видеть то, что наши выпускники ежегодно, каждый год приходили к нам в лагерь отдыхать, и увидеть на сцене вас было очень приятно. Спасибо вам большое, выпускники. И хочу сказать, наверное, мои любимые слова. Ребята, вы сценаристы, и вы режиссеры. Ну и специальная номинация педагогического отряда «Штурманы детства». Хочу пригласить на эту сцену Западного Сережу! Сережа у нас отдыхал с самого детства, из года в год, был активистом, лидером, и его мечта была стать вожатым. И, как вы видите, мечты сбываются. Сережа у нас вожатый 2019 года, и поздравляем с последним звонком. Спасибо. Спасибо. Дорогие выпускники, впереди у вас много побед, новых свершений, интересных событий. Но всегда помните, откуда вы родом, где раскрылись ваши таланты, где встретили вы умных и добрых людей, верных друзей. Это наша родная 31-я школа! Девочки, мальчики,
кого ты решил учить, и откроется тайная дверца к душам тех, кого смог полюбить. И какой-то проспавший мальчишка опоздает на первый урок, и проказница в прошлом девчонка пригласит на последний звонок. Дорогие наши учителя, мы искренне благодарны вам за вложенные в нас знания и труд. Спасибо вам за вашу любовь, за поддержку и важные советы, которые мы запомним на всю жизнь. С последним звонком вас, любимые наши учителя. Мы начинаем церемонию чествования дорогих педагогов. Мы приветствуем учителей русского языка и литературы, английских и французских языков. Саблина Ирина Казимировна. Михайлюка Евгения Владимировна. Коркова Матрена Егоровна. Степанова Елена Николаевна. Батарова Марина Петровна. Казакова Ольга Петровна. Васильева Люция Сергеевна. Погадаева Елена Александровна. Николаева Вероника Геннадьевна. Белеват Екатерина Вячеславовна. Романова Вероника Евгеньевна. Собакина Екатерина Николаевна. Крылова Елена Бурхалеевна. Алексеева Саина Павловна. Никифорова Любовь Евгеньевна. Прокопьева Елена Ибрагимовна. Едрихинская Татьяна Даниловна. Максимова Алена Николаевна. Абросимова Надежда Валентиновна. Толстогуев Варлам Алексеевич. Встречайте коллектив 11 Б класса. Здравствуйте! В этот день открытия 11 класса я хочу поздравить учителей русского языка и литературы и поблагодарить их за то, что все эти 11 лет они вкладывали в нас душу и прививали любовь к своим предметам. Большое спасибо! Full of memories path has come to an end. Many thanks to our dear English teachers. You taught us a lot and opened up thousands of opportunities for us. Congratulations on the end of the school year. Félicitations, notre professeur. Nous vous souhaitons tous les meilleurs pour que la langue que vous enseignez soit appréciée et que les enfants l'apprennent. Thank you.
художественных наук Дягилева Изабелла Иннокентьевна. Корнилова Светлана Степановна. Сергей Игорь Анатольевич. Сильва Анисия Ивановна. Аргунова Анна Афанасьевна. Еремеева Ксения Андреевна. Семенова Люция Ариана. Парфенова Татьяна Викторовна. Антаева Людмила Петровна. Наговицына Сардана Валерьевна. Олесова Софья Афанасьевна. Игнатьев Геннадий Юрьевич. Николаева Варвара Ивановна. Захаров Сергей Александрович. Мурцев Алексей Германович. Встречайте коллектив 11 Б класса. Сегодня вам спасибо говорим. Спасибо за все ваши старания. За каждый ваш урок благодарим. Цифры разные, и с вами многое прошли. Сегодня вас поздравить, оставив грусть совсем вдали. Экзамен извлекаем моментально. И матрицу Т4 теперь решаем идеально. Прямо найти, а все благодаря тому, что нас учили вы. Спасибо вам за знание этой науки, спасибо вам за то, что не переставали нас учить. Наши поздравления. Желаем вам добра от всей души. Спасибо нашим учителям за физику и законы, за все, чему смогли нас научить. За джоули, за латы, за ньютоны. Об этом можно долго говорить. Физика — это нелегкие знания, что нам всем выучить вместе пришлось. Совершенно любое задание нам с вами вместе несложно далось. Мы вам все за это благодарны, а за ваш труд, что вы приложили. Мы вам желаем любви и успеха, с радостью в сердце и счастья. Покидая школы, стены, учителям информатики спасибо говорим. Совет обучили сегодня своим. Как включается компьютер, где картина, где имя. И нажите на маршруте камеру направо вверх. Поработать как Паскаля, наложить в интернете сводную создать таблицу и исправить таблицу. Гигабайты. Фотошоп, монтаж и бор. Виртуальная реальность. Уже, наверное, разгадывали этот спор. Благодарность вам за это хотим выразить сейчас. Вы самые лучшие учителя. Спасибо, что учили нас. В жизни всех принимали участие. Вам спасибо сказать мы хотим. Пожелать вам здоровья и счастья. От души мы вас благодарим. Мы приветствуем учителей биологии, химии и географии. Зангеева Нелли Тимофеевна. Раевна Людмила Геннадьевна. Зорина Татьяна Ивановна. Шибаева Инна Федоровна. Угукуева Лариса Константиновна. Солдатова Анисия Викторовна. Баишева Люция Дмитриевна. Молодулова Ирина Шамильевна. А сейчас посмотрим видео поздравления от 11 Г класса. Внимание на экран. Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня мы снимаем рубрику «Школьные вопросы» в честь последнего звонка. Как вы уже знаете, на нашем канале очень щедрые. И вы не останетесь минус. Поэтому подписывайтесь и ставьте лайки. А сейчас вперед проходит наши школьные вопросы. Первый вопрос будет в области биологии. Просто вы передайте привет вашему учителю биологии. Да, он как задать правильный вопрос. Здравствуйте, передаю привет исключительно Филиппу. Спасибо большое за вообще интересный урок. Хорошее слово благодарности. Первый вопрос звучит так. Каково количество хромосом в телопатии?
Жаль. Блогеры пришли и задают вопросы за Какой был вопрос? что-то связанное с творчеством информационной филологии. Ну, видишь, я не рассказывала тебе об этом много. Не слушай меня. Ну, такая трогательная встреча учителя и ученика. Следующий вопрос из сферы химии. Скажите, пожалуйста, мне это не зал. Сегодняшняя тема у нас модельные элементы. Какие модельные элементы у нас есть? Физики, равнини, гари, германии, придумки. Может, пытаетесь вспомнить еще 3 хотя бы? Андрей? Привет. Вопросы будут задать. Вопрос там с какими связаны, там, электричество, знаешь? Да, я Герман назвал, Как жаль, вы назвали всего 4, плюс это была помощь друга. Поэтому вопрос по мне зачитаем. Ну, раз уже пришли, можете передать привет учителю химии, если хотите, или слова благодарствия. ну, желаю вам долгих лет жизни и счастливой любви. Хорошие слова, теплые, но с искренностью. Уже должен. Потом представили, видно, что в школу идет много событий. Мне есть много правильных классов. Я из медицинского. Желаю вам только составить, посмотрите сейчас свет капитальный ремонт, чтобы предоставить вашим детям лучшие условия обучения. 31-е, всегда первое. Итак, дорогой коллеги, сейчас будет вопрос из биографии. Начнем, наверное, с вопроса... Это что такое? Это что? Настоящий? Это что такое? Здравствуйте! Мы снимаем рубрику «Школьные вопросы» в честь последнего звонка. У нас уже есть участник, поэтому вы можете передать привет и слова благодарствия по географии. Учителю географии? Желаем счастья, Здоровья? чтобы все дети сдавали на пиво. Кстати, а вы знали, да? В Петербурге самое глубокое метро. А вы знали, что Уральские горы – это самые старые горы? А вы знали, да, что Сибирь занимает 9% населения? Вы знали? Вы знали? Нет? Нет? А ты сдавал этот говни по географии? Давайте. Спасибо за ваш Видел это в однокурсниках себя? какой-то странный момент, но ладно. Вопрос все-таки откладывается. Мы так задали вам 2 вопроса. Вы не ответили на них, не смогли ничего выиграть. Приятно было с вами познакомиться. Спасибо за участие в нашем ролике. Смотрите наши выпуски. До свидания. Всем пока! Мы благодарим коллектив 11 Б-класса. Учитель – путеводная звезда. Нет никого роднее и дороже. Так пусть нам светит долгие года. Вас позабыть никто уже не сможет. Мы приветствуем учителей истории обществознания, педагогики и психологии. Атласова Валентина Николаевна, Васильева Людмила Евгеньевна, Алексеев Петр Григорьевич, Унарова Ксения Альбертовна, Ионова Светлана Витальевна, Лугина Валентина Сергеевна. Тимофеев Максим Андреевич. А мы встречаем коллектив 11 Д-класса.
Давайте тогда начнем. Зырянова, ты первая. Вопрос по обществознанию. Цифры знаний учителя – это приговор. Абросимова. Кладезь знаний ученика. Шпаргалка. Кауров. Промежуток времени между уроками. Это амнистия минут на 10-20. Эверсон. Вопрос по обществознанию. Как называется время между четвертями? Свобода? Дорогие наши учителя психологии, истории, права и обществознания, спасибо большое за то, что вы нам помогали. Вас так ценит и уважает наш класс. Без прошлого и будущего нет. Об этом все давно узнали. Вы терпеливо и доступно много лет нам ход истории подробно объясняли. Предмет обществознания – это взрослый жизненный мозг. Учили терпеливо в социуме жить, законы экономики, политики учить. Знание прав – это, к счастью, наш ключ. Нужно про вас свои знания на зубок. Спасибо всем за науку, вам говорит весь класс. Пусть знания пригодятся каждому из нас. Пути твои, путеводитель, психолог, лишь подсказка, не ответ. Спасибо вам за все. Спасибо. Коллектив 11 D класса. Любимый учитель, родной человек, будь самым счастливым на свете. Хоть трудно порой достаются тебе твои непослушные дети. Мы приветствуем учителей физической культуры и йоги. Хавитанов Михаил Михайлович. Атласов Гаврил Егорович. Кузьмин Василий Николаевич. Копырин Герман Федорович. Алишеева Дарина Алексеевна. Комарева Анита Александровна. Дарабокин Дилустан Михайлович. Мостовой Анатолий Владимирович. Карташевская Даяна Владимировна. Встречаем коллектив 11 Е класса. Я сразу подошел тебе, покажи на актера, как его
поздравить в этот день и в этот час. Мы желаем вам здоровья, счастья, радости, любви, чтобы все, чего хотите, вы достичь и смогли. Вы сделали нас лучше, здоровее, воспитали в нас спортивный дух, и тело стало наше крепче, и штанги тянет словно пух. Сказать спасибо будет очень мало, мы искренне вас благодарим. И в этот день поздравить вас хотим, учитель, и чтобы из года в год к вам прибавляло все больше сил. Наш учитель физкультуры, от души вас поздравляем и физкульт-привет душевно вам сегодня посылаем. Спасибо вам, учителя 31-й школы, за то, что научили нас очень многому. Как жаль, что не придем мы к вам уже, иначе новую дорогу мы. Желаем побед. Желаем побед в педагогике, спокойных маршрутов жизни. Пусть так же, как и вы, любят школьники, и вас, и предмет лучше. Благодарит коллектив 11 Е. И нынче здесь, в прощальный час, примите вы от нас слова признания за ежедневный благодарный труд, за крепкое плечо, за наши знания. Мы приветствуем учителей эстетического цикла трудового воспитания. Андреева Оксана Петровна. Васильева Матрена Петровна. Протопопова Евгустана Федоровна. Степанова Любовь Николаевна. Брагина Лариса Михайловна. Павлов Анатолий Павлович. Вас поздравляет коллектив 11 Ж класса. Звонок последний скоро, совсем уж прозвенит. Прощаемся со школой, пора нам уходить. Хотим от всего сердца вам выразить признание. Простите за беспечность и наше послушание. Учитель технологии, изом и трудовик. Все те, кто красной пастой писали нам дневник. 5 за умение, 4 за старание, 2 за поведение и 3 за страдания. Сегодня на линейке последним стоим, и вам, наши родные, спасибо говорим. Thank you.
признания, за ежедневный благодарный труд, за крепкое плечо, за наши знания. Мы приветствуем и просим подняться учителей русского языка и национальной культуры. Малукова Людмила Федоровна, Гуляева Елизавета Петровна, Кызгалова Елена Робертовна. Вас поздравляет коллектив 11 А класса. Всем ее работникам, а также нашим любимым учителям. Спасибо! Продолжаем под бурные аплодисменты самый главный учитель в жизни каждого ученика. Это классный руководитель. Знают все это наверняка. В жизни всех принимали участие. Вам спасибо сказать мы хотим. Пожелать вам здоровья и счастья. От души мы вас благодарим. Мы приглашаем на сцену классных руководителей. Коркина Матрена Егоровна, классный руководитель 11-го технологического А класса. Унарова Ксения Альбертовна, классный руководитель 11-го технологического Б класса. Степанова Елена Николаевна, классный руководитель 11-го гуманитарного Б класса. Шибаева Инна Федоровна, классный руководитель 11-го медицинского Г класса. Макарова Наталья Дмитриевна, классный руководитель 11-го педагогического Д класса. Васильева Людмила Никитина, классный руководитель 11-го Е класса. Романова Вероника Евгеньевна, классный руководитель 11-го Ж класса.
выпускники. Сколько сегодня замечательных пожеланий было сказано вам. И мы, классные руководители, желаем, чтобы каждое пожелание сбылось. Дорогие наши, впереди вас ждут большие амбиции, широкие дороги, некоторые трудности. И все это называется жизнь. Как она пройдет, это зависит от вас. Пусть у вас все получится. Пусть у вас всегда будет в руках удача, счастье, любовь и дружба. Действительно, вы заканчиваете знаменательный год. И я желаю вам, чтобы ваши результаты на экзамене были всегда приближены к 100 баллам. Ничего не бойтесь. Будьте уверены в себе. Ведь за вами мы, ваши учителя, ваши классные руководители и, конечно, ваши родители. Удачи вам, мои дорогие! Большого, большого счастья! Basılan duran gününü yürürek günden, eğer bağlarından sağmay gündü camudun görüntüler bidin. Eğer kahanere gıptıra, oğay sumay görgüde olur budun, odun bir söz kolağa yürüne kapıdın. Bu sırlar tuhalı eğer kıhamnıdın. Tuğ var üdüğü kıttığıdın, bugünlü oğulur sikihiler. Onun ehefe ulağan maktabıdın derdenid. Klas sanatçılara derdebit, mevcut kariyerler bitiren, ağız nokta müdürlerin ahar üdüğün uçutanlar bitiren, ehegi sırağı deyin, ehegi oğulları taktır sürakı deyin, bugün emeğe ulağan maktabıdın derdebit. Uğurluktan oğullar bitiren, bağlılıklı var sırdığı, üdüğünü, üşügeyi, bu ümit üye ahal bastarlar, galıcıyan emin ras, kemerler, öykünün sanatın süyter beklemek, beyabet nurukun udumut tutan, beyabet sanır sanatın, emiye sırtık sulu savaştan, beyabet jollar sarpılar can boğuladıdılar, hayalla üdüğü üle can boğuladıdılar, bilgi bağarabıt. Yes.
не вернуть. Дорогие наши дети, дорогие наши выпускники, желаю трудных сдачи экзамена, правильного выбора профессии. Мы желаем вам большой удачи во всех ваших начинаниях. Берегите себя и идите вперед. Желаем, чтобы все у вас всегда получалось, чтобы по следу успеха вам всегда сопутствовали удача и любовь. Пусть в вашей жизни всегда будет много добра, улыбок, радости, верных и преданных друзей. Желаем обрести настоящее счастье, верную любовь и успех. И пусть последний школьный звонок проводит вас в путь к новым победам и свершениям. Добрый путь! Наш любимый классный руководитель, спасибо. Наши мамы и папы, родные, вы волнуетесь так же, как и мы. Вы красивые и молодые. Школу с нами закончили вы. Мама, папа, живите счастливо. Если плакать, то только от счастья. Будем радовать вас, дорогие, и беречь от невзгод и ненастья. Поздравить выпускников спешат наши дорогие родители. Встречайте! Уважаемые учителя, наставники наших детей, примите искреннюю родительскую благодарность за труд, заботу
в окно, глядевший на урок. Учитель с грустью пишет мелом: «Прощай, 11 класс». И скоро ночью в платье белом растает, вспыхнув, школьный вальс. Для вас протянет ваш последний школьный звонок. Желаем вам дальнейшей успешной учебы, верного выбора профессии, легких побед и новых достижений, новых полезных знакомств и увлечений. Право дать последний звонок предоставляется Филиппову Сергею, выпускнику 11 А класса, отличнику учебы, призеру муниципального этапа Северо-Восточной олимпиады школьников по английскому, русскому языку, победитель Северо-Восточной олимпиады школьников по географии, призер открытой региональной межвузовской олимпиады по географии. Ильинову Артему, выпускнику 11 технологического Б-класса, отличник учебы, неоднократный призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по географии, призер муниципального этапа Северо-Восточной олимпиады школьников по физике. Заболотному Сергею, выпускнику 11 педагогического Д-класса, капитан школьной команды по баскетболу, призер городских соревнований по волейболу, баскетболу, футболу, участник 4-го сезона Всероссийской интеллектуальной спортивной лиги и юным первоклассницам Черяевой Аине, ученице 1-го класса, Сильцевой Анне, ученице 1-го Б-класса и Кондратенко Екатерине, ученице 1-го Д-класса.
как быстро время улетает. Еще недавно первый класс, и грусть на сердце нарастает. Совсем недавно были вместе, но распишемся кто куда, у каждого своя дорога. Прощайте, школьные года. Звонок последний провожает во взрослую, большую жизнь. Слеза невольно отступает. Школу в сердцах будем хранить. На этом наш праздник завершен.